докладе, опубликованном правозащитной организацией Freedom House, отмечается, что преследование китайской администрации в Восточном Туркестане и практика насильственного изменения географического и этнического состава других некитайских этносов являются официальной политикой страны. В организации заявили, что Китай, используя эпидемию COVID-19 в качестве предлога, довел практику угнетения, преследования и этнической дискриминации в Восточном Туркестане до апогея. Подчеркивается, что первой мишенью в практиках ассимиляции и геноцида являются дети. Согласно новостям в Уйгур.нет, президент организации Майкл Абрамович, выступая на открытии встречи, организованной Freedom House, американской правозащитной организации, обратил внимание на большой регресс в области демократии, прав человека и свободы в 2022 году. И Китай является одной из причин этого регресса. Он заявил, что, используя эпидемию COVID-19 в качестве предлога, Китай вывел практику угнетения, жестокости и этнической дискриминации на вершину в центральной части страны и особенно в Восточном Туркестане. В Стамбуле состоялась конференция по случаю 90-летия образования Хотенского правительства, провозглашенного в 1933 году в Восточном Туркестане. Издательство Такламакан Уйгур Паблишинг Хаус и Уйгурский исследовательский центр провели конференцию по случаю 90-летия создания Хотенского исламского правительства в Стамбуле 11 марта 2022 года с участием академиков, исследователей и представителей неправительственных организаций. Исследователь и журналист Эсет Сулейман прояснил некоторые важные вопросы истории Восточно-Туркестанской революции в свете других исторических документов в своей презентации под названием «Три события, необъясненные в истории национальной революции Восточного Туркестана» Мехмета Эмина Бугры. После избрания нового премьер-министра в Китае определились члены Госсовета, выполняющего функцию Кабинета министров. Новым министром обороны был назначен китайский генерал Ли Шанфу, который был внесен в санкционный список США из-за договоренности о закупке у России систем С-400 и боевых самолетов Су-35. Примечательно, что Ли Шанфу был министром обороны в то время, когда отношения между Китаем и США были наиболее напряженными. В Северной Корее были одобрены важные практические меры сдерживания войны. Северокорейский лидер Ким Чен Ын возглавляет Центральную военную комиссию, сообщает официальное корейское центральное информационное агентство. На встрече заявили, что обсуждались и приняты важные практические шаги по более эффективным мерам сдерживания войны. Сообщается, что российско-индийское партнерство BrahMos Aerospace готовится получить от ВМС Индии заказ на крылатые ракеты стоимостью $2,5 миллиарда. По сообщению Ани Ньюс, ВМС Индии разместят заказ на закупку сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos для оснащения боевых кораблей. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал Бин Фархан заявил, что соглашение о восстановлении дипломатических отношений с Ираном не означает, что все вопросы решены. О достигнутом соглашении между двумя странами объявили 10 марта в совместном заявлении Ирана, Саудовской Аравии и Китая.